Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил работников радиовещания с профессиональным праздником. Как отметил глава, это праздник, который касается не только работников радио и телевидения, но и всех, кто работает в сфере связи. Операторы мобильной и телефонной связи, работники почты, инженеры и техники, кто эту связь нам обеспечивает. Отдельно глава отметил журналистов радио, которые, оставаясь невидимыми, умеют заряжать аудиторию интересными эфирами и передачами. День радио в России отмечается 7 мая. В этот день, в 1895 году, физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника. Число заказов на систему умного видеонаблюдения со стороны государственных и муниципальных структур выросло в 2,5 раза в 2023 году. В 2022 году власти провели 97 закупок и решений для видеонаблюдения. В 2023 – 239, сообщают «Известия». Кроме того, объем контрактов на подобные поставки в прошлом году вырос почти в 6 раз и составил 1,5 миллиарда рублей. Цифры основаны на подсчетах разработчика ИИ-систем SoftLogic со ссылкой на данные Росэлторга. По расчетам компании, ежемесячный поток средств, собираемых ими штрафов, в среднем составляет от 5 миллионов рублей. Подобные системы фиксируют чаще всего нарушения ПДД, в том числе неправильную парковку, а также несанкционированные свалки и многое другое. В рамках реализации программы по выявлению всех исторических построек на территории Ингушетии обследованы 2 средневековых комплекса – Нижний и Верхний Гарак в ущельях Джейрахского района. В процессе обследования выявлены 1 боевая и 3 полубоевые башни, 27 жилых башен и 7 склепов, 1 каменный родник и 78 стел. Кроме того, обнаружены многочисленные руины, а также циклопические постройки. Практически все объекты находятся в аварийном состоянии. 9 мая в Назране пройдет праздничный концерт. Мероприятие посвящено 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне над фашизмом. Концерт пройдет в Назрановском дворце культуры в 11:30. Вход свободный. Капитальный ремонт Центра непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья продолжается в сельском поселении Нижние Очелуки. Работы предусматривают обновление стен, потолков, пола, кровли, фасада здания. Если это необходимо, замену инженерных сетей, сантехники, а также устранение неполадок и обновление пожарной сигнализации. В настоящее время на стадии завершения демонтажные работы. Начаты работы по устройству электроосвещения, системы пожарной сигнализации, канализации и отопления. Ремонтные работы ведутся в рамках госпрограммы развития образования, регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе вводит запрет для лиц со статусом иноагента участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Изменениями дополняется закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Речь идет о выборах в федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.